последнее время, буквально 2-3 дня, у нас будоражит средства массовой информации такой позорный факт, когда 12 человек были освобождены от занимаемой должности именно РУВД Октябрьского района. Вот сейчас вопиющий факт: задержан следователь Первомайского района со взяткой и так далее. Что происходит у нас в правоохранительных органах? Почему у нас такая нездоровая тенденция вообще происходит? Может, на фоне того, что такие сотрудники работали, и многие дела, уголовные дела, раскрываемость была слаба? Что с системой сейчас происходит? Гуля Ахматкуловна, по всем фактам, которые имели место по Октябрьскому району, проведена служебная проверка со стороны Министерства внутренних дел. И вот в итоге получилось, что все руководители, которые работали в Октябрьском районе, освобождены. Также проведена ротация среди сотрудников в целях укрепления служебной дисциплины и снижения, повышения уровня соблюдения уровня законности. А вы считаете, одним освобождением все проблемы решатся? А вы не думаете, что нужно более жестче привлечение к уголовной ответственности, вплоть до... Здесь не только одним освобождением, там же факты на самом деле вопиющие, столько нераскрытых уголовных дел. Я думаю, вы в курсе тех дел, о которых я сейчас говорю, да? Да, вот. Очень высокий, вообще высокий процент нераскрытых дел, и именно вопрос краж, мошенничество и так далее. Правоохранительные органы как-то предпринимают какие-то кардинальные меры, да, не просто так вот формально меры? По тому факту, который вы говорите, оценка действиям руководителя будет дана по итогам следствия. На данный момент со стороны органов военной прокуратуры, а также со стороны Комитета национальной безопасности, также со стороны ГСО и МВД проводятся следственные мероприятия, по итогам будут приняты меры. Столицу Кыргызстана заполонила квартирные кражи и кражи. Что делается органами прокуратуры, то есть органами внутренних дел? Как работают у нас участковые? Почему у нас профилактики нет? Почему у нас в школах происходит убийство? Почему инспекция молчит? Почему у нас очень много вопросов, почему, да? И меня напрягает, да, вроде бы у нас и безопасный город есть, и вроде бы и камеры есть, и все, а происходит то, что происходит. Мы никак не можем выйти из состояния, вот то, что происходит, криминализация общества. Органы внутренних дел, я считаю, здесь пробуксовывают очень сильно. Гуля Ахматкуловна, сегодня буквально с утра у нас было проведено онлайн-совещание. Со стороны министра поставлена задача, а также определены дальнейшие шаги по проведению работ по упреждению. Вот как раз те вопросы, которые вы поднимали, по упреждению, а также по профилактике в данном направлении. Ну, знаете, как бы не получилось так, чтобы вы были прозаседавшиеся, которые проводят только заседания и рассматриваете вопрос. Я считаю, что должны быть более действенные меры, понимаете? Надо работать с оперативным составом. Надо профессионалов возвращать, надо институт наставничества реанимировать, потому что сейчас молодые сотрудники, они далеко не профессионалы и далеко не патриоты. Это меня очень сильно удручает.